Шагнувшим в бессмертие памятник с таким названием открыли в Сыктывкаре в 95-летнюю годовщину создания органов внутренних дел Коми. Конкурс проектов объявили еще в 2013 году. На рассмотрение жюри было представлено 11 работ профессиональных скульпторов, архитекторов и художников. Но специальная коллегия остановилась на творческом замысле московского дуэта скульптора, народного художника России Салавата Щербакова и архитектора Александра Коновец. Впрочем, в свой профессиональный праздник сотрудники внутренних дел не только принимали подарки, но и дарили их сами. Подробнее Максим Васильев. Шагнувшим в бессмертие – это своеобразное гранитное посвящение сотрудникам внутренних дел, погибшим при выполнении служебного долга. В списке павших 86 человек, 14 из них награждены орденами Мужества и Красного Знамени. Все те, кто сегодня в строю, гордо несут честь сотрудника внутренних дел. Все те, кто сегодня уезжает в дальние командировки, каждый день находятся на боевом посту, должны помнить и быть достойны тех, кого сегодня с нами нет. Тех, кто отдал свою жизнь. И те, кто сегодня, рискуя здоровьем, благополучием, спокойствием в семьях, несет эту трудную и опасную службу. Бывший начальник УГРО республики, а ныне помощник министра внутренних дел России Александр Кирушев призвал своих коллег сохранять память в поколениях и быть чуткими к семьям погибших сотрудников. И наша с вами задача, я обращаюсь к сотрудникам, прежде всего органов внутренних дел, сделать все, чтобы память о наших погибших товарищах оставалась у детей, внуков, у всех будущих поколений. Этот памятник крайне важен и для действующих сотрудников органов внутренних дел, являясь ориентиром для их будущего пути. На монумент, внешне напоминающий державный скипетр, деньги собирали всем миром или, как модно сегодня говорить, методом краудфандинга. Работу московских скульпторов поддержали городские власти, вовремя расчистив площадку. Свою лепту внесли и предприятия столицы Коми. Теперь принимать присягу новобранцы силовых структур будут именно здесь. Цель была в том, чтобы все люди понимали, что это очень важно и что это нужно, действительно говорят, живым больше, чем мертвым. Это нужно для воспитания нас всех. И это, как сегодня Галина Викторовна Киселева сказала правильно, это послужило одним из моментов, вокруг которого вот этого проекта сплотились люди. И поэтому я считаю, что кроме того, что мы вот сегодня видим, памятник, все-таки мы стали ближе друг к другу. Мы больше стали понимать друг друга. И, наверное, с большим уважением стали относиться в обществе к сотрудникам органов внутренних дел. Честь, доблесть, верность традиции. Эти три идеологических столпа вышиты на знамени, которые правоохранители впервые вручили ветеранам МВД. Самые достойные из ныне действующих сотрудников получили ордена и медали, руководители районных отделов – ключи от 10 новеньких авто, а зрители – самое настоящее представление. Вначале за дело взялись кинологи со своими питомцами. За задержание преступника – их визитная карточка. Затем свое мастерство показали автоинспекторы. От их виражей и змеек у зрителей буквально кружилась голова. Не остались в стороне и силовые подразделения. ОМОН и СОБР устроили самое настоящее театрализованное шоу со взрывами, пальбой и рукопашным обезвреживанием бандитов. Самыми внимающими были малыши, собиравшие после представления главную ценность всех мальчишек – стрелянные гильзы. Взрослым же предлагали посетить импровизированный музей форменной одежды, почувствовать себя в роли пассажира спецназовского автозака и добровольно пройти дактилоскопию. И пусть никаким базам эксперты не обращались, что называется, откатать пальчики решились немногие. Забавляться отправляли только своих детей. Мало ли что. Максим Васильев, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.